Добрый день, уважаемые читатели и зрители «Кактус Медиа». Мы сегодня рассказываем о важном изменении, которое касается большинства граждан Кыргызстана, которые используют электроэнергию. Как известно, цифровизация в стране шагает очень широко, и она внедряется в самые различные сферы. И добралась она до коммунальных платежей. У многих теперь есть приложение «Мой свет», многие еще с ним не знакомы, как это работает и что оно представляет из себя, почему было решено внедрить приложение, для чего это делается. У нас сегодня расскажет большой специалист из открытого акционерного общества НЭС Кыргызстана. Это Эркинбаева Асель Жакшылыковна. Она заместитель начальника отдела реализации электроэнергии компании. Асель, спасибо большое за то, что вы пришли к нам на эфир и готовы ответить на вопросы. Давайте для начала разберемся. Кто поставляет электроэнергию всем пользователям во все дома? Ну, во-первых, хочу поздороваться с нашими зрителями, с нашими абонентами. Компания, вы как знаете, открытое акционерное общество НЭС Кыргызстана, это национальная сеть, является одной из самых крупнейших компаний, энергокомпаний у нас на территории, которая охватывает, обслуживает всю республику. На сегодняшний день у нас порядка 1 536 000 абонентов, из них 1 430 000 это бытовых потребителей, а 106 000 это не бытовые, относятся к группе небытовых абонентов. Вот. То есть наша компания занимается транспортировкой и реализацией электроэнергии. Ну, то есть вся электроэнергия, производимая от Актагульской ГЭС, Малыми ГЭС, ТЭЦ Бишкека, все поставляете вы, распределяете абонентам. Да. Естественно, что за электроэнергию в большинстве случаев ее оплачивают. Есть злостные неплательщики, конечно, об этом сейчас речь не ведется, а ее оплачивают. Вы приносите квитанции, по которым их и производится оплата. Да, произвести оплату. Но сейчас мы используем приложение «Мой свет». Для чего оно было внедрено? Ну, во-первых, как вы выше сказали, да, что сейчас идет полная цифровизация, наша компания идет со временем. То есть даже подписан указ же президента, выпустил указ о том, что полностью весь документооборот переходит на цифровую, да, на электронные носители. Вся отчетность, она будет переходить. Также наша компания, как я сказала, идет со временем, не отстает. И, во-первых, это мгновенность, удобство и оперативность. Также это экономия, исключение человеческого фактора. Экономия, то есть по-любому получается экономия и бумаги, и тонера, и всего. То есть это идет экономия. Эти средства, которые мы высвободим, да, которые тратятся на бумагу, на остальные эти затраты, мы их высвободим, и мы эти средства можем пустить и на модернизацию сетей, и также на оплату нашим монтерам, которые занимаются, инспекторам, да, которые занимаются непосредственно работой. Какое количество абонентов уже подключилось к приложению «Мой свет» и как происходит внедрение? Вы знаете, на сегодняшний день, да, и получается, доп. Соглашение заключили 415 000 абонентов, но скачали, установили себе мобильное приложение порядка 643. Скачали, да, получается? 643 000. Да, 643, да, скачанных мобильное приложение. Это говорит о том, что в одном домовладении, может быть, это и позволяет мобильное приложение, то есть в одном домовладении члены семьи могут сами себе скачать и отслеживать, можно, не нужно, сколько оплатили, должны, не должны. То есть это очень удобно. И также помимо этого позволяется скачать, допустим, если дети хотят оплачивать за родителя, родитель проживает не с ними. Также у нас очень часто бывает, что есть домовладение, допустим, в каком-то регионе, в другой области, да, или за городом, квартира в городе имеется. То есть оплачивать сразу с одного телефона, да, с одного аккаунта можно это оплачивать. То есть это позволяет скачать. То есть вот у нас получается разница заключенных доп. Соглашений и установивших себе это мобильное приложение. В Бишкеке было несколько пилотных районов, где внедряли параллельно с бумажной квитанцией использование приложения «Мой свет». Насколько было успешно пилотирование
И как дальше ситуация Вот изменится? смотрите, на сегодняшний день, да, вернее, вот в апреле месяце на участках, где у нас стопроцентная была установка АСКУЭ, мы внедрили пилотный проект. В этом пилотном проекте участвовало порядка 9250 абонентов. Из них только 25 абонентов отказались получать электронные счета. Проект себя зарекомендовал, он прошел очень успешно внедрение этого проекта, что было решено с июня месяца запустить на территории всей республики, независимо установлены умные счетчики или не установлены, потому что параллельно с этим «Мой свет» мы включили и электронный маршрут. То есть здесь также у инспектора есть приложение «Электронный маршрут», то есть он уже не ходит с маршрутными листами на бумажных носителях, очень удобно. Инспектор пришел или фотофиксацией снял показания, при этом, ну и занес показания, при этом сразу же можно и отследить время, геолокацию, где и когда он снял эти показания. Эти показания сразу генерируются в биллинговую систему и выставляются счета. То есть здесь также у нас пошла экономия, поэтому мы везде по всей республике и внедрили «Мой свет». Вот, как я выше сказала, что доп. Соглашения, которые мы заключили, они вот 415 тысяч уже абоненты заключили. Судя по информации, которая поступает в наш колл-центр, информационная кампания в отношении приложения проходит в некоторых моментах не совсем удачно. Поступают жалобы о том, что люди не знакомы вообще с приложением, а им уже перестали приходить квитанции, и многие столкнулись с тем, что им массово отключили электроэнергию, потому что образовался долг. К нам жалуются то, что не приходит квитанция, мы ее ждем, когда и где оплачивать. То есть было такое. С чем это связано? Ну, насчет массово это я не могу сказать, да, что это было массово, потому что наши инспектора ходят именно индивидуально, заключают доп. Соглашения. Доп. Соглашения у нас в двух вариантах. Есть на госязыке, есть на официальном языке. То есть это обязательное заключение доп. Соглашения, и уже после этого приносятся, вернее, счета не разносятся на бумажных носителях. На сегодня порядка 80 тысяч абонентов уже получают только электронные счета. Это по всей республике, 45 тысяч в Бишкеке и уже дальше по регионам. Допустим, у нас Балыкчи, да, там, можно сказать, вообще 100% уже отказались от бумажных носителей, 100% заключены доп. Соглашения, установили мобильные приложение «Мой свет». То есть Балыкчи прям цифровизовался в этом отношении? Да, в Балыкчи у нас вообще молодцы. В Бишкеке 45 тысяч. К нам также поступали жалобы, что люди не хотят, не могут использовать, у них нет возможности использовать электронное приложение «Мой свет», и они хотят жить по-старому, получать бумажный носитель. Это возможно? Это возможно, потому что дополнительное соглашение у нас заключается на добровольной основе. Также как все время говорят, а что же делать нашим бабушкам? Бумажные носители, они остаются, это на добровольной основе, только в том случае, если человек согласен получать мобильный, «Мой свет», да, как я сказала, мгновенность, удобство, эффективность. То есть это мобильное приложение, оно позволяет людям мгновенно получать, сразу узнать, сколько ты должен, не должен. Также, допустим, какие плановые работы по отключению. Бывает аварийное отключение, плановые ремонтные работы. Допустим, вчера 14 тысяч абонентов получили такое сообщение, что у них будут плановые работы, где указано время, конкретно по какому адресу, где указано место, где будут. На сегодня, на 9 утра уже порядка 2000 абонентов получили такое сообщение, что у них будет в их районе непосредственно? Да, это именно получают те абоненты, кто скачал и в каком районе будет. Допустим, проживает человек на улице Тимирязева, ему пришло это сообщение. То есть это именно поадресно уже будет поступать. Если человек запитан от определенного ТП, от определенного фидера, то и там будут вестись ремонтные работы, то он это сообщение получит. Что еще позволяет сделать приложение для облегчения оплаты и взаимодействия с НЭС Кыргызстана? На сегодняшний день, допустим,
в первую очередь для удобства абонентов разрабатывается, вернее, уже заключены договора, они на стадии подписания, это с банками и платежными терминалами, где, не выходя из приложения, можно сразу оплатить платеж. Вот. Потом абоненту, допустим, в приложении он может просмотреть все свои оплаты, какие он производил, также расход, то есть показания расхода электроэнергии, то есть это тоже может просмотреть за ранее выставленные счета. То есть всю историю можно отследить? Ну, как бы можно следить. Если человек вроде как платил, может быть, забыл оплатить, можно ли посмотреть в приложении текущее состояние? Да, да, обязательно. Сейчас разработаны для удобства абонента и для удобства нас, как я и сказала, мгновенность, да, и удобство абонента. Это то, что он получает пуш-уведомление. Когда выставился счет, онлайн-счет, то есть вам выставлен счет на такую-то сумму, если он оплатил, вы оплатили. Если абонент переплатил, то обязательно уведомление будет о том, что у вас на счету переплата. Также, допустим, если подходит срок к оплате, абонент не оплатил, то будет приходить уведомление о том, что вам нужно до такого-то числа оплатить электроэнергию. Если он отключен за дебиторскую задолженность, обязательно придет уведомление, но о том, что он отключен, но пока это работает там, где стоят у нас умные счетчики, что вы отключены за дебиторскую задолженность. Если абонент оплатил, да, то, соответственно, придет сообщение, что ваша оплата прошла и подача электроэнергии возобновлена. Ну вот умные счетчики, их много, у вас компании распределительные достаточно много активно устанавливают их, но не все абоненты обеспечены. Что делать тем, у кого старые счетчики? Ну, пока у кого старые счетчики, я сказала, инспектора ходят по мобильному приложению, вот этому электронный маршрут, они ходят, снимают показания. Но как вот, по-моему, от 30 июля вышло постановление о том, что к 2027 году всю республику охватить и установить умные счетчики. То есть такое в проекте заложено, что к 2027 году уже у нас на всей территории должны быть умные счетчики. Кыргызстан горная страна, и у нас очень много мест труднодоступных, где есть электроэнергия, но не всегда бывает интернет. Как быть пользователям, абонентам вот в таких труднодоступных районах? Вот, например, есть у нас село Зардалы, да, находится очень высоко. Поняла. А у них там проблемы как раз-таки с интернетом. Но, как я сказала, что если в принципе, проблемы бывают разные, то стопроцентно исключить бумажные счета мы не можем, потому что ситуации бывают разные. По-любому найдется какая-то альтернатива, абонента оповестят о его долге, сколько ему нужно оплатить, потому что все собранные средства, как вы знаете, это наши средства, которые мы именно должны их собирать, эти все собранные средства, они пускаются на модернизацию, на поддержание наших сетей, на обслуживание наших сетей. То есть это наши деньги, за которые нам нужны обязательно. Проведено был бы вот с апреля месяца, вот уже у нас середина августа почти, анализ какой-то, насколько повысилась собираемость средств благодаря внедрению приложения «Мой свет». Вы знаете, вот по пилотному проекту, который прошел в Бишкеке, он успешно прошел. Первый месяц, вот мы в апреле его внедрили, а сбор платежей у нас был порядка 95%. Это высокая цифра? Нет, это не высокая цифра. Высокая цифра от 100 и выше, то есть платежи должны поступать 100%, да, если не больше. Потому что люди еще тоже не до конца поняли, где-то засомневались, не оплатили вовремя. Вот. Но май себя зарекомендовал, мы собрали уже 115% от выставленного этого. С переплатой, да, да, то есть произошло? Это не то, что переплата, это абоненты оплатили предыдущие свои долги, да, и плюс за выставленные счета, которые за товарку вот эту. А все в дальнейшем это уже 100% была оплата? Да, сейчас идет, то есть она идет 100%, 102%. То есть, как сказала, что пилотный проект себя зарекомендовал очень успешно, да, прошло это внедрение, вследствие чего вот мы решили по всей республике это запустить. А в Бишкеке, вот, допустим, используется приложение «Мой дом», где собраны все коммунальные счета. Вот мы получаем уже большой конверт красивый со всеми счетами, но там никогда не было счета за свет.
Можно ли внедрить, интегрировать отчетность за электроэнергию и в это приложение? То есть зачем вводить несколько приложений? Было ли какое-то обсуждение с коллегами для того, чтобы совместную работу такую сделать? С «Мой дом», компанией Тестап мы очень тесно работаем. И, в принципе, мы работаем уже с того года очень тесно. Если у вас есть мобильное приложение «Мой дом», то вы его можете открыть и увидеть, что счета за электроэнергию там есть. То есть в электронной версии они есть. То есть это мы очень работаем. Вот уже на днях буквально запускается также в городе Токмак, в Канте и в селе Лебединовке. Ну, то есть в тех районах, где работает это «Мой дом». То есть пока они работают Бишкек, Токмак, сейчас у них, по-моему, не могу точно за них сказать, но, по-моему, они даже Ош, Джалабад сейчас будут охватывать. Вот. Из-за того, и почему мы не можем с ними сотрудничать, именно чтобы они разносили наши счета на бумажных носителей, потому что сроки выставления счетов абсолютно, да, отличаются. Насколько вы знаете, да, что конверты вот «Мой дом», они приходят уже, получается, на следующий месяц, числа до 10, до 10 числа каждого месяца. А у нас счета выставляются до конца месяца. То есть у нас счета начинаются выставляться с 20, допустим, числа по 25 число. Как вы знаете, на законодательном уровне за просрочку платежа начисляется пеня. То есть если абонент, и мы уже должны абонента за просрочку платежа, помимо того, что ему будет начисляться пеня, мы его должны и отключить за дебиторскую задолженность. Вот. То есть абоненты, если получат счета уже к 10 числу, они будут и отключены на этот момент, и у них уже начислится пеня. То есть у нас не совпадают именно графики снятия показаний со всеми остальными коммунальными. А как насчет того, чтобы унифицироваться? Ну, это пока, наверное, не будет стопроцентного сбора со всех. Нет, пока не будет, наверное, стопроцентной установки АСКУ, которая позволит мгновенно в один день снимать показания. Об этом пока речи не может быть. Какое количество контролеров на данный момент используется НЭС Кыргызстана для обслуживания населения? То есть сократили вы ли количество людей или еще они продолжают работать? Еще нет, у нас идет сокращение. Вот на пилотном проекте, где было 4 района, где вот обслуживали, там 4 инспектора были сокращены. Вот. Также ввиду этой модернизации, внедрения будут сокращения обязательно. В заключение хотела бы задать еще один вопрос. Небытовые абоненты могут его использовать? Небытовые абоненты могут использовать, как раз я это и хотела вам сказать. Небытовые абоненты могут его использовать, и причем еще передавать показания посредством этого приложения. И оплачивать также можно? И оплачивать, да. Да. Все это будет Да, учтено. это все, да, вот я и хотела сказать, что это все у нас будет. То есть разработок в будущем у нас очень много, как знаете, это всего 2 месяца мобильное приложение, да, начинает в таком объеме. Оно будет постоянно усовершенствоваться, вноситься коррективы, ну то есть максимально для удобства абонента. Как я сказала, прозрачность, то есть абонент сразу увидит, сколько он получил. Также в этом мобильном приложении возможно будет и просматривать полностью, как я выше и сказала, уведомления все будут поступать, какие ремонтные работы будут, историю платежей, оплаты, да, тоже можно будет это все посмотреть. Ну, то есть постоянно оно будет усовершенствовать. Также я еще хотела сказать, что у нас запущен сайт НЭС Кыргызстана, да, NES KG, где абонент также может полностью ознакомиться с новостями всей компании, да, какие новости, где какие ремонты идут, какие-то изменения, нормативно-правовые акты. Также имеются контакты, допустим, колл-центра имеется контакт, где можно, помимо того, что позвонить на короткий номер 105 или 1209, также если абонент сотовых операторов может тоже дозвониться. Звонок бесплатный, 1209 платный звонок, остальные звонки 105 бесплатно. 105 бесплатно, да. Вот, то есть это полностью. И на сайте также можно, вбив номер своего электронного счета,
узнать Да, баланс. да, можно узнать баланс, да, полностью. Калькулятор, там будет также, имеется калькулятор есть, где можно просчитать самому потребление, на какую сумму, допустим, любую вы захотите задать за какой-то период определенный киловатт-часы, и вы уже знаете приблизительно, ну, вернее, не приблизительно, а точную сумму, сколько вам нужно будет оплатить Но это за уже вот это финансовое планирование пошло, да? Да, 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 Все да, понятно. это позволит и планирование денежных Все средств. ясно. Спасибо большое. Я напомню, что в гостях у нас была заместитель начальника отдела реализации электроэнергии ОАО НЭС Кыргызстана Эркинбай Василий Джакшиловна. Благодарю за то, что вы ответили на все наши вопросы. Со своей стороны я вам предлагаю обязательно лайкнуть все то, что вы смотрели, а подписаться на наших во всех социальных сетях, читайте новости «Кактус Медиа». Помните, что мы любим вас.